Гала-концерт международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» – большое событие, на которое собралось множество людей, с нетерпением ожидавших начала концерта. Мы очень рады, что нам выдалась такая возможность, что мы попали к вам на праздник именно в Абхазии, на День независимости. Мы уже из года в год сюда приезжаем и точно знаем, что 26 августа Республика Абхазия защищает для себя самый, наверное, главный праздник 2008 года – это День независимости республики, и мы целенаправленно в этот день отмечаем вместе с абхазским народом. Участников, гостей и организаторов фестиваля приветствовал глава государства Бадра Гунба. В своем выступлении президент отметил историческое значение 26 августа 2008 года, дня, когда Российская Федерация признала независимость Абхазии. Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия должна бережно хранить достигнутое и помнить тех, кто отдал жизнь за свободу страны. Он также выразил благодарность России за поддержку Абхазии и подчеркнул важность дальнейшего укрепления государственности, развития экономики и сохранения единства народа. Президент отметил, что Абхазия продолжит последовательно добиваться расширения международного признания. В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем наших лидеров Владислава Григорьевича Ардзенба, под руководством которого наш народ одержал победу в Отечественной войне народа Абхазии и отстоял независимость нашей государственности. Вспоминаем Сергея Васильевича Багапш, с именем которого неразрывно связано признание независимости Республики Абхазия. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем поддержку России и ее народа, оказанную Абхазии в один из сложнейших моментов нашей истории. Особо высоко ценим историческую ответственность, проявленную руководством Российской Федерации в лице Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. Сергей Кириенко, первый зам руководителя администрации президента России, зачитал приветственный адрес Владимира Путина к участникам фестиваля «Музыка гордых». Президент России отметил символичность его проведения в День международного признания независимости Абхазии. Несомненно, в названии фестиваля заложен глубокий смысл. Абхазии действительно есть чем гордиться. Отстояв в тяжелой борьбе свое законное право на свободу и суверенитет, она последовательно совершенствует свои государственные институты, укрепляет экономику и социальную сферу, вносит вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности. Россия и впредь будет оказывать абхазским партнерам всестороннюю поддержку на этих направлениях, в том числе и в сохранении и обогащении национальной культуры Великой Абхазии. Сергей Кириенко добавил, что в 2008 году Абхазия подтвердила, что выбрала путь самостоятельного развития, а Россия заявила всему миру, что готова стать рядом и защищать этот выбор. Он также отметил, что Абхазия тоже поддерживает выбор народа России, в том числе в зоне специальной военной операции, в которой принимают участие добровольцы. Наши воины и в 93-м, и в 2008-м, и сейчас в зоне специальной военной операции воюют за право самостоятельного выбора, за право говорить и петь на разных языках, на своих родных языках, как это будет происходить сейчас на площади Свободы в гордом городе Сухум. Бадра Гунба и Сергей Кириенко вручили награды финалистам международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» в 2 номинациях. Президент Абхазии вручил награду участнице группы «Вереница» Варваре Лаптевой, победившей в номинации «Голоса народов России». Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил награду победительнице в номинации «Голоса Абхазии» Валерии Перцхелия. Большая честь получить такую награду. Это моя первая награда, вот такая большая. И я была очень рада выступать на таком прекрасном празднике перед таким большим количеством людей. Это невероятно. Я получила огромное удовольствие. Это огромная ответственность, и это было очень неожиданно и неожиданно приятно. Передо мной открылось очень много возможностей, открылись двери, и я понимаю, что теперь я смогу заявить о себе и дальше, и за пределами своей страны. Исполнители радовали зрителей своими выступлениями. Среди них дуэт Липнина, Султан Лагучев, Близкий, Беовульф.
очень приятно и отрадно знать, что из более 2000 заявителей более 100 прошли, были от Абхазии. И из них 3 победителя. Мы знаем, что наша талантливая, яркая молодежь теперь может проявляться и выходить на новый международный уровень. Победители этих номинаций будут выпускаться теперь на радио музыки гордых. И мы очень надеемся, что они приобретут популярность и будут известны как на территории Абхазии, так и на территории России. И очень отрадно, что звучат песни на русском языке, на абхазском, что подчеркивает нашу нерушимую связь между нашими странами. Действительно, людей пришло больше, чем мы вообще могли даже планировать. Мы очень рады, что победителей нашего музыкального конкурса и признанных звезд и Абхазии, и России публика встречает с овациями очень тепло, горячо. Выступление группы Любэ в Абхазии стало для коллектива особенным, поскольку музыканты впервые выехали с фестивалем за пределы России, отметил лидер группы народный артист РФ Николай Расторгуев. Он также высоко оценил абхазское гостеприимство и выразил надежду на то, что фестиваль порадует зрителей фестиваля «Музыка гордых». И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно, тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Это для Абхазии огромный большой праздник. То, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, очень хороший знак. Поэтому нам очень приятно здесь находиться. Исполнители вкладывают душу в каждое свое произведение, а зрители, чувствуя эту искренность, надолго запомнят такое торжество. Атмосфера тепла и радости полностью заполонила площадь Свободы, освещаемую ярким светом прожекторов. Масштабный фестиваль «Музыка гордых» завершился выступлением группы Любэ. Николай Расторгуев исполнил самые знаменитые песни, которым подпевали тысячи людей, собравшиеся на площади Свободы. Аэлита Арутюнян, Константин Парулова, Абхазское телевидение.